уважаемые коллеги, жюри конкурса. Меня зовут Тулегенова Алия Заматовна. Я тифлопедагог ясли-сада номер 24, Солнышко, города Уральска, Западно-Казахстанской области. Моя работа связана с детьми с нарушением зрения. К выбору профессии я пришла еще в школьные годы. Мне всегда хотелось работать с детьми. В детском саду «Солнышко» я работаю 30 лет, из них 15 лет тифлопедагогом. Моя профессия – это помогать детям с нарушением зрения, познавать и ощущать окружающий мир, учитывать индивидуальные способности каждого ребенка. В данный момент я работаю в разновозрастной группе с нарушением зрения. Основной диагноз наших детей, которые посещают группу, это косоглазие и амблиопия. В специальной коррекционной учебной деятельности, представленной вашему вниманию, «Дикие животные», сегодня я использовала компьютерную программу, которая называется «Развиваем зрительные способности». Игра «Расставь по порядку от светлого к темному», где дети учатся ранжировать цвета от самого светлого до самого темного. Следующая игра называется компьютерная игра «Определить цвет». Здесь ребенок определяет цвет животного. Представлены дикие и домашние животные. Здесь у ребенка развивается аналитическое и целостное восприятие. Следующая игра называется «Найди животное» по заданному алгоритму. Ребенок читает схему и должен определить какое-то животное. Здесь идет последовательность. Ребенок учится определять какое-то животное большого размера, среднего или маленького, определяет цветовой спектр животного, также определяет по картинкам, где это животное живет, какие части тела ему присущи и чем питается. И в конце он делает умозаключение и приходит к результату. Это называется алгоритм прочтения схемы. Следующая игра на осязание восприятия. Ребенок одевает темные очки и руками обследует карточку, говорит, какое животное большого размера или маленького, и определяет, обследуя животное пальчиком по выпуклым частям, определяет какое-то животное. Работая с компьютерной программой, у ребенка формируется системный зрительный образ, возможность индивидуального коррекционного обучения, темпа подачи материала, динамичность и повторяемость. Исследования Льва Семеновича Выгодского показали, что у ребенка не может развиваться речь без развития восприятия. Ребенок может говорить и мыслить, только воспринимая. Ребята, мы с вами попали в сказочный зимний лес. А в зимнем лесу, посмотрите на экран, живут дикие животные. Снежная королева заколдовала наших животных, и они превратились в тени. Нам нужно расколдовать животных, чтобы они приобрели свою окраску. Посмотрите внимательно, ребята, какие же тени вы видите. Настя, назови. Зайца, лисы, волка. А вот ты видишь, какие Зайца, тени? волка, лису, медведя. Хорошо. Аделия, скажи, пожалуйста, каких это животные, домашние или дикие? Как ты думаешь? Дикие животные. Правильно, ребята. Снежная королева заколдовала наших животных, и они превратились в тени. А сейчас нам нужно расколдовать диких животных. Попробуем? Да. Так. Настя. Заяц. Это заяц. Это заяц. Какую окраску он приобрел? Серый. Правильно. Так. Дима. Это лиса. Это лиса. Какую окраску приобрела лиса? Оранжевый. Оранжевый. Молодец. Аделия. Это волк. Какую окраску волк имеет? Серый. Серую. Хорошо. Настя. Это медведь.
Какую окраску медведь имеет? Имеет окраску коричневую. Хорошо. Посмотрите, мы расколдовали наших животных, и они приобрели свою окраску. Они стали красивые. Из теней они превратились в настоящих своих диких животных и приобрели свою окраску. Посмотрите, дикие животные живут в лесу. Давайте скажем, дикие животные живут в лесу. Молодцы. С этим заданием вы справились. Ребята, следующая игра называется «Расставь по порядку». Перед вами компьютерная игра. В ней находятся дикие животные. Вы должны диких животных расставить от самого светлого до самого темного. То есть должны распределить, ранжировать по цвету. Пожалуйста, приступайте к игре. Не торопись, Аделия. Захватить нужно. Угу. Сначала отпусти, а потом захвати. Угу. Димочка, прими. Так, и давай. Я закончила. Так. Собрала, кого построила от самого светлого? Волка, правильно, от самого светлого До самого темного. Что тебе клоун сказал? Молодец. Молодец. Посмотри, самый светлый тон, да? Да. Серый. Потемнее, темнее, темнее, темнее. И какой? Самый темный. Молодец, ты справилась с заданием. Хорошо. Дима тоже справился с заданием, да? Дима, какой у тебя леса какого цвета? Оранжевого, правильно. Где самый светлый оттенок? Покажи. Так, правильно. Светлый И самый черный. Самый темный. Молодец, с заданием справился. Так, и Аделия у нас. Не торопись. Так. Тяни мышкой. Молодец! Кого ты собрала, Аделия? Медведя, хорошо. Где самый светлый оттенок? Какого цвета? Коричневый. А самый темный покажи. Вот, правильно. Молодец. Ты справилась с заданием. Молодцы, ребята. А теперь встанем все и сделаем физминутку. Следующую игру компьютерную, которая называется «Определить цвет». У вас на экранах будут дикие и домашние животные. Вы должны определить и поставить им определенный цвет. Допустим, если волк серого цвета, взять серый цвет и на волка поставить серый цвет. Если медведь коричневого цвета, взять коричневый цвет и раскрасить медведя коричневым цветом. Все понятно вам? Да. Хорошо, приступаем к работе. Я предлагаю вам поиграть в следующую игру, которая называется «Найди животное».
Но животного мы с вами будем находить по заданному алгоритму. Вы уже знаете, что по определенному алгоритму, по определенной схеме вы должны прочитать эту схему и догадаться назвать, какое же это животное. Пожалуйста, перед вами лежат карточки схемы. Посмотрите. Кто готов прочитать нашу схему? Настя. Это животное большого размера, имеет коричневый цвет, у него большие лапы, и он живет в берлоге и любит мед. Как ты думаешь, кто это? Это медведь. Хорошо, молодец. Дима, кто у тебя на схеме? Это животное имеет средний Размер. Мгм. Он имеет оранжевый цвет. У него небольшие уши и длинный хвост. Это лиса. Правильно, хорошо, это лиса. Аделия. Это животное среднего размера, имеет белый цвет, длинные ушки и маленький хвостик. Это заяц. Хорошо. Ребята, давайте посмотрите. Это у вас на схеме были дикие животные. Хорошо. Молодцы. С заданием справились. Вы все догадались и узнали, какие это дикие животные. Молодцы. Ребята, а сейчас мы с вами поиграем еще одну очень интересную игру, которая называется «Найди животного на ощупь». Вы сейчас оденете темные очки. Я переверну карточку, вы будете обследовать карточку, на ней изображено животное, вы должны догадаться, какое же это животное. Снимаем очки, одеваем темные очки. Так, карточку я переворачиваю. Карточку переворачиваю, вы можете работать. Пожалуйста, приступаем. У тебя какое животное? Это медведь. Хорошо, снимай очки, посмотри. Правильно, молодец. Дима, у тебя какое животное? Заяц. Заяц, снимай очки, посмотри. Правильно ты определил? Да. Правильно, молодец. Очки снимаем, одеваем свои очки. Аделия, какое у тебя животное? Ежик. Ежик, снимай очки. Правильно определил? Да, молодец. Хорошо, ребята,